Я совершенно уверен, что вот эта вот благоустроительная вакханалия, она связана, ну, во-первых, с переизбытком средств в московском бюджете. Все-таки 1,5 триллиона рублей, ну, слушайте, это в принципе какая-то там, ну, 10-я часть от бюджета страны. И Москве, как городу, не нужно столько денег. То есть они совершенно явно испытывают проблемы просто, чтобы это все освоить, да. И я вот вижу, ну, вот вы сказали про Ясенево, не только в Ясенево, но во многих других районах. Ну, начинается бред, да. Выложили мраморными блоками зебру, наземный переход. Через год забыли, убрали переход из этого места, поставили через там, 50 метров светофор. Эти мраморные блоки сейчас никому не нужны, они только разваливаются, машинам мешают. Да? Выкладывают зачем-то плиткой вот просто такие пешеходные протоптанные трубки на газонах. Зачем это надо? Там в 3 метрах с одной и с другой стороны асфальт. Да? Ну, то есть вот моя версия простая, что они чувствуют, что из-за затянувшегося кризиса денег будет становиться меньше. И что вот такой жирок у них может быть в последний раз. Да? Ну вот они там сколько? Они там 123 миллиарда бросили на вот это перекапывание непонятно зачем нужной улиц в центре. Да? Представьте, сколько можно было там. Ну, что такое? Вот я могу просто вам назвать цифру. Там, детский сад один новый построить, это 200 миллионов рублей. Да? Ну вот просто умножайте сами, да, то есть это можно построить сотни детских садов, больниц там и так далее. И в итоге вот они просто чувствуют, что освоить эти деньги можно в последний раз, что кризис, налог на прибыль падает, собираемость по НДФЛ падает, налоговая база падает. Может быть, на следующий год уже такого жирка в бюджете не будет. Надо быстрее освоить час. И вы видите, что они по всему городу делают какие-то совершенно бессмысленные вещи, вызывающие страшное отторжение у людей, но просто, чтобы как можно скорее освоить бюджетные деньги.